Добрый день, дорогие друзья, с вами вместе подкаст Жастар Лайф. И сегодня у нас в гостях Динара Наумова, депутат Маджлиса парламента Республики Казахстан и основатель инклюзивного фитнес-центра для особенных детей. Добро пожаловать, спасибо большое, что приехали. Спасибо большое за приглашение. Да, спасибо, что выделили ваше время. Мы знаем, насколько вы занятой человек и понимаем, какой большой объем работы у вас. И для нас, на самом деле, это честь, в том числе и то, что вы приехали. Сегодня будем мы говорить о довольно важной теме в Казахстане. Я думаю, что с каждым годом мы понимаем, что тема инклюзии в Казахстане набирает все большую и большую популярность и значимость. Государство, предприниматели делают все больше, создают все больше возможностей для молодежи и для людей в целом с особенными потребностями. Но я думаю, что это такая глубокая тема, что о ней можно очень много говорить. И мне кажется, нету стопа, когда можешь сказать, что все идеально, на самом деле. За одно совещание и за один эфир мы явно не охватим. Поэтому я думаю, что мы какие-то так поверхностно пройдемся по многим вопросам, но подрастающее поколение, непосредственно молодежь, которая будет нас смотреть, я думаю, что для них будет очень полезно понимание этой сферы и вообще, и поговорим о том, что сейчас происходит, какие-то возможные перспективы. В общем, пройдемся максимально, что мы сегодня успеем за наш эфир. Давайте. Динара Рустамовна, расскажите немного о себе, с чего начался ваш путь в общественной деятельности? С моей личной историей, потому что я сама прожила очень многие моменты, и так как у меня самой диагноз, детский церебральный паралич, ДЦП, и я с самого детства сталкивалась со многими моментами, это проживала и проживаю где-то даже до сих пор, поэтому все пришло через личную историю. И центр, о котором вы упомянули, это на самом деле проект, который родился в поселке Кабанбай-Батыры благодаря моей личной истории. То есть мне очень было важно, на каком-то этапе я сама встала на путь реабилитации, поняла, что этот личный опыт, какие-то личные наработки мы можем теперь внедрить в помощь особенным деткам, и очень важно было это сделать на бесплатной основе, поэтому проект как идею поддержал глава государства и один из общественных фондов, и сейчас центр функционирует на бесплатной основе. В целом, как вы решились, это же нужно иметь действительно такую, внутреннюю силу для того, чтобы не только начать заниматься собой, но и в целом начать помогать обществу. Я думаю, эта внутренняя сила у меня есть. Не то, чтобы я ее обретала, и, конечно, это было непросто. И когда только родилась идея, 18 лет мне было, я параллельно училась в колледже, и мне очень важно было, то есть я видела особенных детей, мам, и видела, что многие из них, к сожалению, не имеют возможности получать квалифицированную реабилитацию. И так зародилась идея проекта, и я стала подавать на различные гранты, искать спонсоров, инвесторов. То есть и до конечного результата, до того, как центр открылся, мне понадобилось 5 лет. То есть 5 лет изо дня в день я что-то делала в отношении этого проекта, И в какой-то момент не получалось. То есть это не так, что раз, и все получилось в одной части, нет. И руки опускались, то есть я не понимала, почему. Вроде идея хорошая, вроде должно получиться, но что-то не срабатывало. Когда в Аккорде я выиграла грант Таусайдо Харпахтара, это инициатива главы государства, и я стала одним из его обладателей, и так получилось, что удалось получить из рук главы государства. Я стояла в Аккорде, там было еще большое количество ребят, то есть победителей. Я понимала, что я создала что-то важное, раз это откликнулось в сердце у главы государства. Поэтому испытывала большую гордость за свой проект. Круто. Вы рассказали что от идеи до реализации было 5 лет. На самом деле это большой путь. Да, огромный. Надо иметь терпение, надо иметь силы для того, чтобы идти дальше делать. Вообще, если буквально вкратце, насколько это было сложно пройти этот путь? Максимально сложно. Максимально непросто, но я по натуре такой человек, что я
вот у меня как-то всегда не бывает такого, что все сразу получается. То есть я понимаю, что если что-то начинаю, мне надо запастись вот этим самым терпением, да, о котором вы говорите. Поэтому я очень терпеливый и такой более точечный человек. То есть я как бы, у меня всегда должен быть план в голове, я всегда, то есть, продумываю такие стратегии наперед. А что если вот сейчас так не получится? Какой-то план Б у меня должен быть. То есть это было максимально непросто. И был вариант поиска инвестора даже, который вот инвестирует, и я через какой-то период времени вернула бы ему эти инвестиции. Даже так. Да, то есть я рассматривала разные варианты, и хорошо, что тогда вот этот момент не сработал, потому что я все равно где-то на подкорке понимала, что проект социальный, и я, скорее всего, деньги не смогу вернуть. И был у нас разговор с этим самым инвестором, такой немножко странный, да, то есть... В общем, я могу сказать так, что все сложилось так, как надо, да. Пускай не с первого раза, с 31-го раза все получилось, но вот я понимаю, что все так, как надо. И, возможно, если бы этот проект получился раньше, у меня бы, может быть, не хватило ресурса его реализовать. Вот сейчас я в той точке, где у меня более-менее получается. Конечно, не все вау, сразу круто, но где-то вот с какими-то нюансами мы все равно продолжаем движется. И центру, на самом деле, 2 года исполнилось вот недавно. И... То есть даже сейчас вы сталкиваетесь с определенными трудностями в работе? Да, конечно. Не бывает все. Это просто, не так, что вы грант выиграли, депутатом стали, и все стало прекрасно, никаких больше проблем нету. Нет, мне кажется, так не работает. Ни у кого и нигде. Ну, у меня, по крайней мере, точно нет. То есть задач больше, ответственности больше. Меня когда назначили на вот сегодняшнюю мою должность, я понимала, что, жизнь моя изменится. И это не так, что вот ты получаешь только какие-то положительные там привилегии, дополнения к своей жизни, да. Это еще и большая колоссальная ответственность, и я очень долго думала, нужно ли оно мне вообще в целом. То есть меня пригласили из общественной сферы, как раз-таки я думаю, что благодаря проекту в том числе, и я долго думала. И как сейчас, не жалеете? Я думаю, нет. В принципе, я себя комфортно ощущаю. То есть те задачи, которые я перед собой ставлю, конечно, не все получается сразу. Но я за этим и пришла, чтобы попробовать что-то поменять, попробовать что-то привнести. Я стараюсь, да, то есть вместе с коллегами, вместе с моими партийными единомышленниками мы стараемся, каждый по-своему. Поэтому я не жалею. Это очень круто, на самом деле. Вот это прям очень вдохновляющая история. Спасибо. Ну вот переходя, наверное, как раз-таки на примере вашем, о котором мы говорили, сейчас если мы перейдем к обществу, то есть непосредственно к молодежи и к ребятам с особыми потребностями, вот как вы думаете, с какими они трудностями сталкиваются для того, чтобы реализовать себя в обществе? Я думаю, что это зависит от того, кто какую задачу перед собой ставит. Да, то есть я вижу очень много ребят, которые сейчас посредством социальных сетей с тем или иным диагнозом рассказывают о себе, показывают свой какой-то лайф, транслируют, да, и рассказывают об этом ежедневно в сторис, там, в постах и так далее. И это тоже на самом деле способ проявления, новый способ проявления. То есть если там возвращаться в мое детство, такого не было. И очень много, то есть я сравниваю сейчас период своего детства, становления. То есть прогресс, о котором вот мы сегодня с вами говорим, он большой. Понятное дело, что мы бы хотели здесь, сейчас и сразу. И мы очень часто сталкиваемся с тем, что мы, наверное, так мыслим, что мы хотим вот сейчас моментальный результат. К сожалению, его не бывает сразу. Поэтому нам нужно запастись терпением и какими-то маленькими, пускай даже где-то 7-мильными шагами движется вперед. Ребятам... Наверное, очень важно вообще в обществе нам быть еще более толерантными друг к другу, еще более желать помочь друг другу, мне кажется, потому что не всегда, то есть иногда вот обычное слово человеческое, да, оно может исцелить другого человека, может помочь, повлиять на его самооценку, на его какой-то дальнейший рост, развитие. Я очень часто это отслеживаю, то есть я встречаюсь с подростками, у которых есть те или иные диагнозы,
которые только на этапе там, принятия или какого-то дальнейшего своего восстановления, они говорят, как нам? Я говорю, ребят, не нужно бояться, да, не нужно только зацикливаться на своем диагнозе и все. Нужно становиться чем-то большим, чем твой диагноз. Вот свой диагноз, свою какую-то боль трансформировать в свой ресурс. Вот я думаю, у меня это получилось, да, то есть когда ты чуть больше, чем свой диагноз. Это очень важно понимать. И вот это мы на самом деле очень часто обговариваем и с мамами особенных деток. То есть когда эти мамы получают какие-то вот совершенно неправильные установки от врачей, от там родственников, это их в какой-то степени стопорит, и они приходят... То есть они не знают, куда им дальше, да, и они приходят растерянные и очень часто ищут поддержки. Вот эту поддержку зачастую вот они получают на таких подобных встречах, на которых я принимаю очень часто участие, на подобных беседах. И поэтому, конечно, я не гарантирую результат вау. То есть это все твой личный какой-то опыт. Но сразу цепенеть и в сторону плохого себя как бы поворачивать не стоит. Поэтому я думаю, что очень важно себе дать возможность проявиться. И вот наше сегодняшнее общество, я думаю, тому способствуют даже те же социальные сети. Сейчас я вижу, как ребята раскрываются благодаря этому. Это очень важно. Вот как раз-таки мы сейчас говорим про общество. Вот, наверное, 2 вопроса будет. Первый вопрос. Мы как общество, как должны вот выглядеть про толерантность, про взаимоуважение в целом, да, друг к другу. Как общество должно вести себя правильно, чтобы в первую очередь не обидеть, не дискриминировать, при этом всем не пытаться пожалеть, наверное, да, потому что я сам очень много лет работал в волонтерских организациях, я знаю, что нам просто там запрещено жалеть, допустим, когда мы там ездим помогать бабушкам, дедушкам, сиротам, людям с особыми потребностями, поэтому вот какое правильное поведение общества для того, чтобы помочь социализироваться ребенку, молодому человеку, это первое. Второе, я вот вспомнил, пока вот вы рассказывали, я вспомнил своего хорошего знакомого. Когда он рос, его отец в какой-то момент, когда поставили диагноз, конечно, там какой-то период, да, принятия, вот, там 5 этапов, да, условно говоря, проходит человек психологически. В какой-то момент его отец решил настроить своего сына так, чтобы он ему сказал, ты не должен, вот как вы говорили, зацикливаться на диагнозе, ты такой же, как и все, поэтому будь добр, живи, как и все. И вот ему сейчас, порядка 25, наверное, лет, и я вот все время наблюдаю за ним, он во всех волонтерских движениях, абсолютно. Он со всеми вместе таскает мешки, там ребята приходят, нет, давай, нет, все нормально, абсолютно ничего такого, и вот он несет. Я смотрю на него, у меня прям внутри, вот знаете, вот такое вот прям такое восхищение и гордость к нему. Почему? Потому что я понимаю, конечно, мы все понимаем, что есть определенные ограничения, да, в каких-то, может быть, физических составляющих, но при этом он ведет себя абсолютно там, как будто этого нету. У него есть свой бизнес, он волонтер, он там участвует в разных молодежных проектах. Я смотрю на него, думаю, блин, как это классно. Да. И вот как раз-таки, вот, наверное, 2 вопроса в совокупе. Как должно общество вести себя так, чтобы ни в коем случае каким-либо образом не обидеть, не задеть человека, кому вот на данный момент нужна поддержка? Вы сами ответили на свой вопрос. Воспринимать его таким же полноценным членом общества. То есть он не просит дополнительно какой-то функции от вас, сочувствия, сопереживания. То есть я помню по своему опыту, да, в детстве, когда меня жалели, я понимала, что это самое худшее, что может сделать другой человек. Это самое худшее. И у нас было большое количество соседей вокруг. И так получилось, что от меня вот ввиду наличия диагноза отказались родители. И вот к нам приходили все соседи и говорили, меня бабушка воспитывала, и приходили и говорили бабушке о том, что, блин, как ее жалко, мало того, что она калека, она еще и сирота. То есть и у меня в голове, представьте, вот ребенку там, у меня в голове был такой диссонанс, и я говорю, я бабушку называю мамой, я говорю, мам, почему они приходят, почему они высказываются, то есть
этого было не нужно делать, да, но почему-то толпы соседей приходили к нам, говорили об этом, потом между собой еще как-то это обсуждали, и потом бабушке приходилось проделывать, на мой взгляд, колоссальную работу с точки зрения того, чтобы вот это вот из моей головы как-то вытащить, да, что я, ну, там, не хуже всех, а я совершенно серьезно в свою голову это загнала, что я хуже всех, потому что вот есть диагноз, потому что вот так вот случилось по отношению к родителям, да, то есть у меня это убеждение было, и я очень часто говорю людям, если вы не знаете, что сказать, лучше вообще ничего не говорить. То есть лучше вообще как бы воздержитесь от комментариев, от каких-то там рассуждений вслух. Можете между собой потом как-нибудь за чаем, если очень хочется, это все обсуждать. Но не при людях вот это вот всеобщее обсуждение не нужно. Поэтому что мы можем сделать? Мы просто можем воспринять его как равного. Это самое лучшее. Я когда училась в колледже, потом в университете, и на самом деле студенты университета в тот момент не знали, как себя со мной вести. То есть они думали... Первый курс, я помню, ребята ко мне подбегали, там очень сильно пытались помочь, потом кто-то шарохался. То есть разные были реакции. И потом, когда они уже постепенно весь первый курс видели меня на парах, что я хожу, что я не опаздываю, там хорошо учусь, они думают, блин, они потом уже брали у меня списывать конспекты и думали, блин, Динара такая же, как и мы. То есть вот так вот, как бы мое отношение к ним было одинаковое, и то же самое по отношению ко мне. И вот такие вот у нас сложились отношения. Я, прежде всего, позиционировала себя как равная, и воспринимали меня точно так же. Поэтому для меня, кстати, это тоже очень важно, позиционировать себя правильно. Поэтому это тоже такой один из моих лайфхаков, наверное, по жизни, выстроить свое собственное позиционирование. Как все. Я как все, у меня спрос к себе такой же. То есть я никогда в жизни не стараюсь не давать себе поблажек. То есть если все работают 24/7, я должна работать еще больше, чтобы у меня был результат такой же и не хуже. Поэтому вот вы ответили на свой вопрос на самом деле. Просто очень важно было донести просто... Я, наверное, это с позиции там опыта взаимодействия с вот в волонтерской сфере, и вот мне всегда было важно, чтобы вот услышал об этом общество, что мы не должны как-то по-другому там относиться. Скажите, вот при этом у вас внутри, при коммуникации с такими детьми, внутри ваши чувства, они какие были? Вы знаете, в самом начале у меня, вот, когда я встречался с особенными детками, либо когда я встречался там с сиротами, либо когда я встречался там в тех же самых домах престарелых, да, еще со школьных времен, помню, ходил туда, детские дома, и у меня тогда вначале, конечно, вот было вот это непонятное состояние, как относиться, вроде бы и пожалеть хочется, вроде бы и как. Сейчас же, когда я вижу, у меня какая-то гордость. Вот у меня это вот так. Вот. У меня внутри появляется гордость, я думаю, блин, как круто, как классно, что человек... И очень сильно это меня мотивирует. Вот я сейчас говорю, у меня прям мурашки по коже. Это сильно всегда меня мотивирует. У меня очень близкие друзья есть, ребята, у которых разные жизненные обстоятельства были. Вы, может, знаете, Серика Исматова в Алмате. Да. То есть мы с ним последние там 7-8 лет очень близко дружим. И я вижу, как он вообще топит и что-то делает дальше, какие-то социальные вещи. И я себе говорю, слушай, тебе тем более нельзя тогда никак вообще там позволить себе расслабиться, да, условно говоря. Да. Мы должны идти, помогать и делать круто вместе. То есть у меня вот такое позиционирование. Сейчас у меня какая-то внутри гордость появляется, когда я вот слышу эти истории, когда я вижу этих ребят. И вот, но это опять-таки, я же говорю, это, наверное, наработано опытом. А вот как раз-таки, когда попадает там в студенческую среду, да, допустим, человек, он же действительно не понимает, как себя вести. Это вот здесь, первое время. Вот на примере своего колледжа я могу сказать, что это первое время у ребят было какое-то непонимание. У преподавателей было непонимание. А мне очень важно было учиться вот быть как все. Вот это вот этот пунктик, да, он был со мной и сейчас, то есть мне очень важно быть как все. Толерантность как раз это и подразумевает, да, что общество равное. Да. То есть здесь не бывает ничего никак, то есть общество равное. Да. Как раз про что вы говорите. И ребята постепенно, поэтапно стали вот это воспитывать к себе отношения. То есть они видели, вот есть Динара, где-то я могу ей помочь, а где-то отойти просто и быть с ней на равных. Поэтому они где-то Динара может помочь тоже. Где-то Динара конспектами, конспекты, да. Да, поэтому абсолютно у нас такие бартерные в какой-то момент были отношения с ними, за что я им благодарна. То есть мы друг друга воспитывали по-своему. Очень круто, очень круто. Были ли у вас в жизни примеры, когда вы видели, как инклюзия меняет судьбы людей, особенно молодых?
Но опять-таки, что мы подразумеваем здесь под инклюзией, да? Почему-то у нас сводится это зачастую к людям только с особенными потребностями, поэтому что вы здесь подразумеваете? Ну вот как раз, наверное, если мы сегодня говорим про деток с особенными потребностями, про молодых людей, были ли в вашей жизни примеры того, когда, вот как вы сказали, что, может быть, какую-то свою слабость сделали, наоборот, сильной стороной, смогли, ну вот, это, наоборот, помогло человеку дальше двигаться, стать лучше. Много таких ребят. Много таких Пару ребят. кейсов. И сейчас вот посредством социальных сетей, ну, тот же Серик Исматов, да, посредством социальных сетей мы их видим. И наши паралимпийцы вот недавно показали, на мой взгляд, просто очень крутой результат на Олимпиаде, за что им огромная благодарность. А сейчас я вижу вот ребята, детки, которые ко мне приходят в центр, вот что меня мотивирует, я понимаю, что где-то мы протаптываем им легкий путь в обществе, да, то есть к ним уже не будет такое строгое отношение где-то, как было к нам. Поэтому, когда детки приходят ко мне в центр и тоже показывают свои какие-то промежуточные результаты, я ими тоже горжусь и понимаю, что им где-то будет легче, их, возможно, спрос с них будет не такой, да, то есть меня в свое время в школу не приняли, где вот в Кабанбай-Батыра мы с бабушкой жили, мне очень важно было пойти в школу, а она была не оснащена вообще ни технически, ни как-то еще, преподаватели были не готовы, и они опять-таки в процессе обсуждения сказали, что нет, мы не готовы принять. Вот, поэтому вот сейчас мы где-то движемся уже в процессе инклюзивного образования, да, построения этого инклюзивного образования. Понятное дело, что, конечно, тоже там нюансов много, но, по крайней мере, что-то где-то как-то исправляем. Поэтому мое большое желание, чтобы если ребенок, особенно ребенок, захотел пойти в школу, он мог это сделать. Вне зависимости от региона. Конечно, мне было очень важно в школе учиться, например. И я хотела вот за эту парту сесть, и я бабушке говорю, вот я чувствую, что я умная, мне очень надо туда попасть. И опять-таки педагогический состав очень так живо, вслух обсуждали, и потом пришли к тому, что нет. Но, наверное, оно к лучшему. То есть это меня закалило по-своему. Я потом 9 классов училась на дому, качество образования очень хромало. Мы там дополнительно, я еще училась там, репетиторы, бабушка со мной занималась, то есть, и потом я пошла в колледж, то есть, как все студенты, я поступила и училась. Круто. Дара Рустамовна, вот вы общественный деятель, вы депутат Мажилиса парламента, человек, который работает во благо общества. Такой философский вопрос. Как вы видите будущее Казахстана и вообще, может быть, мечты касательно нашей страны? Какие они у вас? Ну, конечно, в прогрессе. Конечно, я очень верю в свою страну, да, то есть я бываю за рубежом, но всегда, когда возвращаюсь в свою страну, меня это радует и очень тепло на душе. Конечно, нюансов и задач много стоит перед нами, перед главой государства, вообще в целом перед страной. Но мы видим те реформы, которые происходят сейчас, те изменения, которые происходят, и то, что политические партии представлены в парламенте, очень живая дискуссия идет, общественники подключены. Даже то, что я нахожусь в парламенте сейчас, на данный момент я самый молодой депутат Мажилиса, это тоже большие такие реформы, которые дали свои плоды. То есть люди с инвалидностью представлены от каждой политической партии, и мне кажется, что у нас есть, безусловно, есть будущее, и в том числе оно в руках молодежи, поэтому вот мы с вами в начале нашего диалога говорили про ответственность, я эту ответственность на себя взяла, да? Попытаться повлиять на важные решения, попытаться привнести какой-то свой вклад в страну. Я эту ответственность взяла. Конечно, я не могу прогнозировать наперед, но сейчас здесь я смогу и уже что-то делаю для того, чтобы вот как раз-таки в отношении особенных людей, особенных деток, мам, да, то есть основная моя повестка в Мажилисе — это все-таки эти темы, для того, чтобы им в нашей стране было жить комфортно, прежде всего, не удобно, не как-то там, а прежде всего комфортно. Вот, поэтому
такие задачи, и я думаю, что, конечно, не сразу, не ежеминутно, не ежесекундно, но первое время, когда я пришла в Мажилис, мне очень важно было получить результат. И я стала вот всю свою энергию, все свои ресурсы направлять на этот результат, и мне хотелось вот его сразу получить. И я думаю, ну как же вот не получается сразу. А потом я поняла, что это другая сфера, это другие, скорость результатов, она будет другая. И через какое-то время, то есть мне понадобилось время, чтобы это осознать, столкнуться с этим, и я такая думаю, блин, ну тебе надо запустить, значит, терпение, и опять-таки вот везде... Наше любимое терпение. Да, запустить терпением и просто искренне стараться, вот. Поэтому объем работы большой, но желание есть. И мне кажется, что когда у человека есть желание, он может очень многие вещи сделать. Это вот я на личном примере столкнулась, потому что изначально у меня было только желание и больше ничего. Вот. Но потом появились люди, которые были и есть сейчас в моей жизни, которые предложили помощь где-то в отношении проекта, где-то подсказывали. То есть очень много людей было, которые говорили, у меня нет финансовых ресурсов, но я могу тебе подсказать. Вот, и я вот как бы по крупицам все это собирала, потом пригласили в парламент, то есть молодая политическая партия пригласила в свои ряды. Я тоже думала, нужно ли мне, ну, согласилась, потому что есть большое желание помочь, быть полезной. Мне кажется, неважно на каком уровне. То есть сегодня это Мажилис, завтра это может быть что-то иное, но для меня важно быть полезной. Круто. Спасибо большое. Спасибо большое вам, Дарья Рустамовна, за выделенное время, за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Мы, наверное, очень так действительно поверхностно прошлись по вопросам, но я понимаю, что и ваша история, она куда глубже и интересней, но, к сожалению, время у нас подкаста ограничено. Спасибо вам за вашу работу, которую вы делаете, за то, что вы сегодня сказали некий такой... Я, наверное, в голове своей некую формулу выработал, скажем так, формулу успеха, да, в хорошем смысле. Мы не про успешный успех, а про правильный успех. Это желание, наверное, помноженное на ответственность, которую вы сегодня сказали, вы взяли ответственность, у вас было желание, и, соответственно, все начинает складываться так, чтобы у вас все получилось. Ну и желание работать. То есть очень много нужно работать. Трудоспособность — это очень большое, очень важное качество. То есть все люди, которые меня сейчас окружают, в основном, это люди, которые мало спят и много работают. Поэтому... Главное, чтобы, да, успевали отдыхать. Это тоже важно для здоровья. Ну, на самом деле, да, спасибо. Вы правильно сказали, желание работать. И вот как раз-таки, наверное, это вот про желание что-то изменить, про ответственность взять за себя. И вот как раз-таки нужно желание доработать. Мне кажется, вот любой молодой человек, который сейчас нас смотрит, может понять, что это та самая формула успеха. Спасибо большое вам. Я напоминаю, что с нами сегодня в подкасте Жастар Лайф в гостях у нас была Динара Наумова, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан, а также основатель инклюзивного фитнес-центра для особенных детей. До встречи в следующих подкастах.